Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 8 ноября. Смотрим мы с вами на цыганском пасьянсе. Все знаки зодиака по очереди. Так, сейчас у меня тут что-то бегает, прыгает, блымает. Буду надеяться, что не будет. Первый у нас Овны. 8 ноября, Овны, пятница, события дня. Так, Овны, смотрим. Пятница. И сразу череп. Первое событие. Неприятное, к сожалению. Хотя иногда череп просто показывает диагностику какую-нибудь. Ножницы. Решение вопросов, связанных со здоровьем. Видите как? Может и так быть. Лебедя нельзя. Слезы, яблоко. Опять же, почему слезы, не спрашивайте. Это автор колоды писал значение карт. Это не я. Так, значит, подсвечник, либо будильник. Но я первый увидела будильник, поэтому оставляю его. Если вы увидели подсвечник, тогда это надежда. Бокал. Возможно, вот какая-то встреча, застолье на определенное время. Прибыль, сундучок. Так, здесь нет. Ключик еще есть. Ключ — это что-то важное, особенное, ключевое, связанное со здоровьем. Ключевой момент какой-то. Либо, опять же, ключ показывает разрешение какой-то ситуации. Я нахожу выход. Ключом открываю закрытую дверь. Поэтому я думаю, что у вас в пятницу решится какой-то вопрос, связанный со здоровьем. Ну, либо с внешностью. Может быть, это какие-то процедуры там по уходу. Так, и у нас еще тут есть подарочки. Так, значит, смотрим. В итоге получается, тема здоровья будет проигрываться, решение какого-то вопроса, ключ нахождения выхода из сложной ситуации. Вы куда-то должны будете попасть на определенное время. Будильник показывает, возможно, будете немножко опаздывать. Застолье, подарки, финансовые поступления и слезы. Но опять же, слезы могут быть и радости. Например, там на застолье смеетесь, веселитесь, общаетесь. А могут быть и слезы печали, если брать со здоровьем. Тут не скажу как. Ну, будем надеяться, что будут слезы радости у вас. Благодарю за внимание. Я перехожу к Тельцам. Теперь Тельцы. 8 ноября. События дня. Тельцы. Тельцы, пятница. Слезы. Чую, что где-то здесь что-то есть. Лебедь. Череп. Флаг. Тайная встреча.
Проверяем горизонтали, вертикали с вами. Чашечку я не могу соединить. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Дорога есть еще. Машина. Здесь нет, нет, нет. Обман есть, маска. И здесь нет. Получается, слезы могут быть у вас в пятницу. Гармоничные отношения в паре. Может быть, это слезы радости от какого-то знака внимания от любимого человека. Тайная встреча. Может быть, он для вас приготовил какой-то сюрприз. Он или она. Дальше. Хотя тут обман рядом есть. Может быть, все будет немножко по-другому. В общем, давайте так. Не буду привязывать события к событию. Отдельно смотрим. Слезы. Отдельно гармоничные отношения в паре. Тайная встреча. Тема здоровья. Победа в работе, в делах. Обман и дорога. Вот если брать отдельно события. А тут уже как они перемешаются между собой. Поживем, как говорится, увидим, узнаем. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы. События дня. 8 ноября. Конверт. Ну, здесь два варианта, смотрите, корабль и мешок. Я первый корабль видела, ожидание. Если вы увидели мешочек, тогда у вас проиграются события, связанные с финансами. По мешку часто это расходы, траты. Угу. Также еще есть лебедь. Ссора еще есть, метла. Нет, нет. Бабочку нельзя, дерево можно. Значит, смотрите, что выпадает. Дерево – это приглашение. Конверт – это получение какой-то новости, информации. Получение, может быть, там, получение документа, там еще чего-то. Ожидание долгое, нудное, гармоничные отношения в паре, какие-то совместные действия обычно лебедь показывает. Ну, там, мы вместе что-то делаем. Если у вас пары нет, то это есть вероятность найти эту пару, познакомиться в этот день. И небольшая ссора еще может быть с кем-то. Ну вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу я к ракам. — 8 ноября. Раки. События дня. Пятница. Раки. Конверт. Первое событие. Угу. Солнце.
ссора. Может быть, как вариант в таком сочетании яркая ссора. Либо ссора, которая закончится, разрешится примирением. Дорога. Ссора в транспорте, в машине. Деньги. Чемодан. Чемодан с деньгами. Корона. Ну, горизонтали, вертикали я не вижу. Получается, в этот день вы получаете какое-то важное сообщение, информацию с утра, которую ждете. Дальше радость. Радость, хорошее настроение, такой позитив солнце показывает. Поездка может быть, ссора может быть небольшая. Финансовые какие-то вопросы. По мешочку это могут быть как поступления, так и расходы. Поэтому не могу сказать. Может быть и так, и так. И смотрите, еще интересное сочетание выпадает. Разлука и корона. То есть разлука, расставание с каким-то очень важным, влиятельным человеком. В сочетании, знаете, как это может проиграться. Например, уход с работы. Да, то есть вот корона это мой начальник, а разлука показывает, что я с ним расстаюсь. Ну, может быть, там он куда-то уезжает, я куда-то уезжаю, я перехожу на другую работу. В общем, карта показывает, что вы еще будете разлучаться, расставаться с каким-то очень таким влиятельным, сильным, успешным человеком в этот день. Вот такая информация для вас. Ну, в целом, в принципе, день неплохой, за исключением, конечно, ссоры и вот этой разлуки. Хотя иногда разлука, она, знаете, как долгожданная такая бывает. Благодарю за внимание, перехожу ко львам. Львы, 8 ноября. Львы, 8 ноября. Подарок, нерешенный вопрос. Может быть, знаете, как может просочетаться? Решение вопроса, который не получается решить, можно решить через подарок. Какой-то знак внимания. Ну, это можно, конечно, назвать и взяткой. Не без этого. Но лучше, конечно, вопросы так не решать. Еще Луну пропустила, месяц. Конверт. Каждый месяц работа с какими-то документами. Справками, документами. Вроде бы не вижу. Здесь не вижу. Нет, нет. Угу. Будильник еще есть. Будильник. И здесь нет. Значит, рассказываю, что я нашла для вас. У вас будет событие, которое имеет цикличность. Оно все время происходит с вами. Каждый месяц там, или каждый квартал. Может быть, даже этого числа, там плюс-минус один день. И, возможно, это как-то связано с документами, потому что выпало письмо, оно показывает получение справок, бумажек, документов, какой-то информации, еще чего-то. И как будто это имеет какой-то цикл. День должен быть у вас расписан буквально чуть ли не по минуте.
Всегда показывает будильник, что нужно правильно распределить время, чтобы везде успеть, а иначе можете где-то не успеть. Видите, вопрос не решается. Карта нерешенного вопроса. Цепочка. И подарочек. И если посмотреть ножницы, не могу... А, вот она, вторая половина. Далеко, видите, друг от друга ножницы. А ножницы всегда показывают решение этого вопроса. Решение далеко. Возможно, только будет информация по поводу этого решения, но еще не само решение. Время еще не пришло, карта показывает. И даже если вы захотите как-то приблизить через подарок, через взятку, все равно, ну, как бы, знаете, как это как будто бы насильно ты пытаешься сделать. Нужно подождать, всему свое время. Просто время еще не пришло. Да, вот надо какое-то время подождать, чтобы какой-то цикл прошел. В общем, львы, вот такая информация для вас. В пятницу не нужно давить и что-то пытаться выжать. Если что-то не получается, просто подождите. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. — 8 ноября. События дня Девы. Казенный дом. Часы. Роза. Конверт. Дерево. Удачу нельзя. Так, горизонтали нет, вертикали смотрим. Не вижу, подарок нельзя, нет. Здесь есть сердце. Здесь нет и здесь нет. Получается, в этот день казенный дом выпадает. Это посещение госучреждения. Налоговая, банк, какие-то там, не знаю, обл, гор, водоканал, ну, вот такие всякие заведения государственного типа. Посещение казенного дома на определенное время. Видите, время, будильник показывает. Возможно, вам уже назначена встреча в пятницу. И постарайтесь не опоздать. Я знаю, что вы люди очень пунктуальные. Поэтому, ну, здесь карта показывает, что может быть так сложатся обстоятельства, что вы будете опаздывать. Не все же от нас зависит. Иногда транспорт, иногда погода, иногда какая-то там решили дорогу отремонтировать, а вы на это не рассчитывали. Поэтому тут карты говорят, что дайте себе немножко больше времени на дорогу. Дальше, вот как раз, смотрите, есть получение по конверту. Получение справки, бумажки, какой-то там, не знаю, посылки. Вот я думаю, что в казенном доме вы что-то важное получите. Приглашение еще какое-то. Приглашение может быть. Также у вас выпадает любовь и свидание. То есть у вас все хорошо и в делах будет складываться, и в личной жизни в этот день. Единственное предупреждение — это вот по будильнику, по часам. Правильно распределить время. Ну, это вы умеете, поэтому тут за вас можно не переживать. Благодарю за внимание и переходим дальше. Ой, у меня карточка убежала. Сейчас я буду поднимать. Секунду, весы. Сейчас посмотрим. Убежала карточка. Возможно, это какой-то знак для вас, весы. Может быть, дорога какая-то неожиданная. Вот видите, сыпется. Что-то неожиданное, скорее всего, произойдет. Сейчас посмотрим. Интересно уже даже. Весы, пятница, 8 ноября. Так. Колокольчик. Точно будут разговоры. Пустая болтовня с кем-то.
Открытие секретов тайн. Смотрите, в разговоре откроется какая-то тайна. Вы что-то узнаете интересное. Угу. Сложный выбор. Весы. Корона. Солнце. Якорь здесь нельзя было соединить. Успех. Угу. Мешочек с деньгами. Возможно, к этому будет иметь отношение, видите, какой-то влиятельный человек. Так, ну здесь нет. Смотрим теперь горизонтали, вертикали. Ну, в целом, как бы все хорошо. Может быть, просто спешка будет. Метлу нельзя. Здесь нет, не вижу. Тайная встреча еще есть. Тайная встреча здесь нет. В целом все события, в принципе, хорошие. Не вижу ничего плохого. Значит, смотрите, пустые разговоры, болтовня, открытие секретов тайн, сложный выбор. Это вот, конечно, не самое приятное, но придется делать какой-то выбор. Радость, позитив, хорошее настроение от каких-то успехов. Это карта успехов и побед. Общение, встреча, разговор с влиятельным человеком. Это представитель закона, власти, какой-то госструктуры. Это может быть руководитель, начальник там, и так далее. Деньги, события, связанные с деньгами, и тайная встреча. Может быть, как вариант, видите, они вместе выпали 3. Тайная встреча с каким-то влиятельным человеком по вопросу финансов. Можно вот вместе прочитать. Ну, в общем, увидим, как это будет. Единственное, я так и не поняла, что вот эта падающая карта значила. То ли это просто спешка какая-то в вашем случае. Ну, в общем, карты мне не подсказали. Благодарю за внимание. Может быть, просто упала карта. Такое тоже бывает. Без всяких знаков. Не надо во всем искать знаки. Так, смотрим дальше. Скорпионы. Скорпионы, 8 ноября, пятница, события дня. Скорпиончики, покажите мне, что у них будет. Так, скорпиончики, смотрим. У кого день рождения, я вас, конечно же, поздравляю. Смотрите, сразу же первое событие. Получение информации, получение новостей в пятницу. В электронном виде. Ну, чаще всего. Общение с друзьями. Может быть, от друзей придут какие-то новости. Деловой разговор, бабочка. Тут у нас 2 варианта. Бокал и месяц. Но я увидела бокал первым, оставляю его. Месяц показывает цикличное событие. Угу, колокольчик. Бокал. Разговоры. Неприятность, к сожалению, тоже выпала. Ну, у нас сейчас такой период идет, что могут быть всякого рода неприятности, потому что период Скорпиона, Солнце в Скорпионе. Может быть неприятность дома, видите, рядом выпали. Так, змея. Разговоры со змеей. Так. Ну, здесь не вижу. Рассказываю, значит, что я нашла здесь. Приход какой-то информации, новости, общение с друзьями, деловой разговор, застолье, пустая болтовня, общение с человеком, у которого длинный язык, возможно, будет там пытаться вас как-то ужалить, задеть, что-то там съязвить, сказать.
Но иногда карта показывает просто, там, не знаю, человека, рожденного в год змеи, там, или как-то связанным с медициной, то есть просто описывает нам. Может быть, острый на язык, но к нам, допустим, относится хорошо. Так тоже может быть. Но на всякий случай нужно быть готовыми к тому, что кто-то может и язвить в этот день. Ну и также вот кроме этого неприятного события еще может быть какая-то неприятность и дом. Неприятность в доме. Ну вот, 2 предупреждения для вас на пятницу. Благодарю за внимание, и я перехожу к стрельцам. Стрельцы, 8 ноября. События дня. Колокольчик, сразу же первое событие. Шарики. Цветочек уже нельзя. Поездка, дорога. Либо еще, видите, второй вариант — ключ. Тут можно и так, и так. Но я увидела первую дорогу. Если вы увидели ключ, тогда для вас будут в этот день открыты все двери. Скандал, мечи. Тайная встреча. Угу. Обман. Вот видите, из-за чего скандал. Из-за обмана, маска. Тайная встреча. То ли в тайне от вас кто-то встретился, то ли вы встретились, и обман открылся, и с вами ругаются. Поэтому тут ситуация такая неприятная. Розу нельзя. Здесь нет. Нет, нет, нет. Есть еще вот встреча. Весы нельзя. Получается, у вас в этот день пустые разговоры, колокольчик, радостные новости, поездка, деловая встреча и негативное событие, ссора, скандал из-за какого-то обмана, тайной встречи. Я думаю, что это одна история. Скандал, обман, тайная встреча. В общем, если вы кого-то планируете обманывать, лучше так не делайте, потому что обман откроется, карты показывают. Ну, а если обманывали вас, то, опять же, обман откроется, вы все узнаете. Вот так. Ну, обманы всегда открываются. Все. Тайное рано или поздно становится явным. Надо просто дождаться этого момента. Благодарю за внимание. Переходим к козерогам. Восьмое ноября. Восьмое ноября, козероги. Угу. Скандал. Шарики. Цветочек. Скандал, слезы. Дорога.
Угу. Интимная связь. Кровать последняя выпала. Смотрим еще, значит, здесь. Угу. Сундучок есть, это хорошо всегда, сундук. И здесь нет. Получается, из плюсов у вас плюсики. Это позитивные радостные новости в пятницу, поездка, прибыль, поступления финансовые, исполнение желания. Ну и интимная связь может быть. Не знаю, но опять же, кровать может быть и там мысли об этом, разговоры об этом, там какие-то фильмы, или просто элементарно желание там на часочек пораньше лечь спать. Тоже может быть. Тут предупреждение есть для вас. Ссора, скандал, конфликт и слезы, которая вот прям для вас может закончиться слезами. Либо плакать будут из-за вас. Так тоже иногда бывает, что мы видим, как плачет кто-то. Потому что вот именно пасьянцы, они очень часто проигрываются как то, что видят наши глаза. Вы знаете, вот не то, что с нами происходит. Если Таро показывает события, которые конкретно происходят с нами, то пасьянцы, вот у них такая особенность, они показывают то, что видят наши глаза. Допустим, ссора не с нами, на наших глазах. Поездка не у нас, а мы кого-то провожаем куда-то. Ну, вот таким образом может быть. Так что, к сожалению, но здесь вот надо иметь в виду, что может быть какое-то выяснение отношений с кем-то. Два меча, два разных мнения. Благодарю за внимание, козероги. И перехожу я дальше к водолеям. Ой, что это за бардак. Водолеи, 8 ноября. События дня. Водолеи, пятница. Так, смотрим водолеи. Весы. Череп. Гости нельзя соединить. Свидание. Шарики. Бокал. Угу. Есть еще цветочек, это хорошо всегда. Якорь. Свидание, которое будет очень долго по якорю. Вы там заякоритесь на этом свидании. Так, значит, смотрим. Тут нет карт, здесь нет, 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 нет и нет. Получается, в этот день тема здоровья точно будет проигрываться в пятницу. Ну, возможно, там ухудшится здоровье, или вы записаны к врачу, или у вас там какие-нибудь анализы сдаете в этот день. То есть тут какая-то тема здоровья. Сложный выбор, хорошие новости, застолье, свидание, долгое свидание и исполнение желания. Так что смотрите, сколько классных событий. Единственная тема вот здоровья. Как-то непонятно с этим черепом. Ну, опять же, иногда бывает, допустим, ребенка надо отвезти к врачу, нужно просто сдать какой-то анализ, там, забежать в аптеку. И это тоже вполне может показывать череп. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Рыбы. 8 ноября. События дня рыбы. Так, смотрим рыбки.
Угу. Сразу же будильник выпадает. Это вот если, особенно если первый выпадает, первым событием, прям такое серьезное предупреждение. Ключ. Ну, вы как-то выкрутитесь. Даже если будет проблема со временем в этот день, карта ключа показывает, что выкрутитесь. Найдете способ, как это время сжать или растянуть. Колокольчик. Ну, у вас тут эти события не очень-то и много. Сейчас я еще посмотрю. Горизонталь не вижу, вертикаль нет, 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 не нашла. Получается, 3 события. Первое событие, ну, может быть, знаете, как надо уделить особое внимание этим событиям, которые выпали. Первое – это предупреждение по времени. Правильно распределяйте время, иначе ничего не получится, ничего не успеете и так далее. Дальше пустые разговоры с кем-то будут в этот день. И также ключ может показывать, что в этот день произойдут какие-то важные события для вас, ключевые, особенные. Ключ может показывать, что будет найдено правильное решение, найден какой-то выход. Вот опять же, если будет проблема с временем, то, скорее всего, вы с этим разберетесь. Ну, в принципе, в этот день все в ваших руках. Вот как вы захотите, так и будет. Хочется сказать, по ключу. Сколько бы вам там проблем не было, вы все решите. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.